Baby, мы намай турбоджигар, тона жинсыле выль ангасар. Baby, мы намай турбоджигар, тона жинсыле выль ангасар. Миля мын джош, мы колчино инмар, инвожо и талмаз. Атмосферно, да? Happy no woman, no cry, кай чебера бай, goodbye. Куда идти-то? Может, ты поможешь горю моему, а? Так ты заплутал, Ник. Конечно! Ощущение, что ты реально находишься в сказке, да. Мы супер удмурты, мы супер удмурты. Всем привет! С вами Супер Удмуртия, и сегодня мы отправляемся в по-настоящему сказочное путешествие. В место, которое не в сказке сказать, не пером описать, в самый центр удмуртского волшебства, в гости к Бабе Яге. И гость сегодняшней серии Александра Рамазанова. Привет! Саша онлайн-предприниматель, и у меня к тебе вопрос. Да. Путешествуешь по Удмуртии? Нет, это мой первый раз. Первый поэтому раз? Я думаю, что будет очень сильно интересно. Сегодня мы едем к королеве русских сказок, к Бабе Яге. Шикарно. И Баба Яга, Саша, живет не просто в избушке, у нее там своя собственная резиденция. Нормально обустроилась? Нормально, ну что, по метлам и полетели? Погнали. О! А мы отправляемся в деревню Котловка Граховского района. Он богат архитектурными памятниками и небольшими музеями. Ну а мы сегодня испытаем на себе все чары резиденции Бабы Яги. До резиденции Бабы Яги можно долететь на ступе всего за полчаса. Ну а у кого нет такой роскоши, то ехать на авто 2 часа от Ижевска, 1,5 часа от набережных Челнов и всего 1 час от Елабуги. Саш, как думаешь, что мы там делать будем? Ну я предполагаю, что мы придем в какую-нибудь избушку, в какое-нибудь магическое место, где там какие-нибудь обряды. Будем. Баба Яга – это на самом деле хороший персонаж, и она находится на стыке между жизнью и смертью. И она вот в такой древней славянской мифологии на самом деле положительный персонаж, как ведущая, да, как ведьма. Деревня Котловка неспроста считается родиной Бабы Яги. Здесь протекает река, географическое название которой на любой карте страны значится как Яга. Все местные жители знают легенду о знахарке, которая поселилась в болотистой местности на берегу реки Яга. Она знала все лесные тропы, растения и зверей в лесу. А еще говорили, что своими отварами трав и грибов она могла как излечить человека, так и отобрать у него жизнь. Эта легенда стала основой для открытия здесь резиденции Бабы Яги. Для полного погружения в сказку легенду продолжили. Будто бы кто-то рассказывал, что с помощью колдовства она вырастила у своей избушки куриные ноги, чтобы бродить по лесу прямо в избушке. Другие говорили, что у этой женщины была ступа, в которой она летала по воздуху, управляя метлой. Люди старались обходить эти места стороной, потому что никто не знал, как зовут эту женщину. Называли просто Баба. А раз жила она у реки Яга, то нередко добавляли Яга. Так и прозвали Баба Яга. Спасибо Лав Радио за классный трек-лист в дороге. Ну а мы, Саша, уже приехали с тобой к Бабе Яге. Говорят, что если ты понравишься Бабе Яге, то она подарит тебе здоровье, счастье и богатство. Прекрасно. И сейчас мы с тобой это проверим. Пошли. Класс. Атмосферно, да? Здравствуйте! Ну, здравствуйте, люди добрые. Иван, царский сын. А Вера сразу подправила. А вы, значит, к бабушке Яге пожаловали? Все верно. И не страшно вам? Ну, больше интересно, да? Да. Интересно. Поговаривают, она может быть доброй. Перед дорогой-то дальней К среде вернемся. подкрепиться бы не мешало. Супер. Для этого дела он печь стоит. Да, стрепуха Класс. Наталья. А мы и только ехали с тобой, разговаривали на эту тему. Я бы сразу съела 10 блинов уже, наверное. У нас будут блины с мухоморами и компот из волчьих ягод. Класс. А чем вы нас сегодня будете угощать? Вот лепешкой и чаем с трав душистых. Перед Класс. пивом печеные. Ой, горят. А они не заколдованные? Нет. Нет? Ну ладно. Потом настоящие русские лепешки.
Девицы красные, гости дорогие, пора и в путь дорожку отправиться. Тайга у нас, Что? почитай, уже 300 лет тут живет. 300 лет до 3 года. Баба Яга живет 300 лет. Нужно срочно узнать секрет молодости. Да беда у меня, беда, ну! Несу подарок бабе Яге необыкновенный. Знаешь, как этот подарок называется? Ух ты, Здесь посмотри. то не знамо что! Пойдем вместе с Ну так нами. пойдем вместе, конечно! Пойдем. Боже мой. Почему мы приехали к Бабе Яге, а в итоге, оказывается, идем в лес с Иваном Царевичем и Кощеем Бессмертным? Кто это плачет? Не бойся, Кикимора. Вот мы же гостей дорогих к бабушке Яге провожаем. А поначалу к лешему отправились, чтоб зелье волшебное у него достать. Налево пойдешь, богатым станешь. Богатым? Прямо пойдешь, погибель сыщешь. Направо пойдешь, коня потеряешь. Нам надо вернуться, что ли, чтобы Что богатым быть? делать-то станем? Потерять коня, умереть или стать богатым? Какой сложный выбор. В общем, если что, мы убегаем. Пусть идут первыми. Если у вас золотишко! Да нету, мы из Ижевска. В Ижевске злата нет! Нет, там только банковские карты. Гостей дорогих пугаешь, а? Чего вам тут надо, а? Гости так к бабушке Яге пожаловали. Мы к бабушке Яге в Бабе гости. Яге. А у нее беда какая приключилась. Какая ж беда-то? Избушка у нее заболела. Ножки свои застудила куриные. Довожу все до кипения. Ну? Это лучше, чем варенье. Леший, а у меня горло болит, поможет тоже? Ой, да не знам, что. Хорошее зелье. Можно? Ядреного. Поможет? Да, конечно, поможет. Пахнет Так пойдем, в путь дорогу деревенькой собираться. прям. Как тебе твое первое путешествие по Удмуртии? Слушай, ну классно. Я вообще, конечно, в восторге от этих, я не знаю, героев. Они настолько прям вживаются в роль, это раз. Ощущение, что ты реально находишься в сказке, да. И, ну, вообще все продумано круто, вообще антуражно, очень костюмы мощные. Зелье мы с вами добыли. Пора и к бабушке Яге отправиться. Далеко? Пойдемте. За 3 дня управимся. Еще разочек. Ты катись, клубок, ни на север, ни восток. Ты глубокий Резиденцию Яги! Ох, покатился клубочек-то. За ним. Туда нам надо. Ой, далеко. Это что у вас, GPS-навигатор такой? Он сам. Как я вам и рассказывал, к лесу передом, а к гостям дорогим задом. Да Что словечки делать-то надо станем? на заветку сказать, а? Словечки! Знаете ли, может, вы словечки заветку? Избушка, избушка, на курьих лапках, на веретенных пятках. Стань к нам передом, а к лесу задом, да ногой топнуть. Хорошо. Запомнили? Да. Все вместе, да дружно. Избушка, избушка, на курьих лапках, на веретенных пятках. Стань ко мне передом, а к лесу задом. Вау! Мамочка! Масличко-то помогло. Давайте она выйдет, там ее весело. Ой, человечьим духом пахнет. Да, сроду человечьим духом. Слыхом не слыхано, видом не видано. Тут народу-то сколько. Ну, мне заявился, не звал, не ждал. А? Здравствуйте, Баба Яга. Мы супер Удмуртия. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас косточки человеческие? Да Кощей мне подарил. А чего с него возьмешь? Не кости. Вот оно. Баба Яга, Ну? я ж тебе подарок несу. Вот Подарочек? это, конечно. Подарочек я люблю. Необыкновенный. Ну чего-то ты. То не знамо что, ну. Ух ты, как раз для меня сгодится. А ну-ка гляну, кто еще пожал.
Иван, так ты знать-то мне службу сослужил. Сослужил А я думаю, службу. чего там моя избушечка-то стала ворочаться? Ты иначе как это, масличко от лешего принес, О, а? нашли мы лешего. Масличко ладно. от него принесли. Вот гости дорогие помогали. Ну, за это спасибо. Держи, Раз такое веселье, приглашаю вас еще и сплясать повеселее. А ну, Лешенька, давай-ка заводи свою шарманку, а вас приглашаю всех сплясать. Ну, избушечка-то моя выздоровела. Ой, приглашайте. Вся уже горю, а она танцует с нами и поет. Баба Яга, так с тобой весело, такая ты добрая, такая ты красивая, заводная, современная, веселая Баба Яга. Слушай, я вся вспотела. Ой, а теперь чем я с вами предлагаю сделать мастер-класс? А какой мы мастер-класс будем делать? А сделаем мы с вами от меня мешочек здоровья от хвори до болезни. Стану раздавать вам вот такие вот лоскуточки вот. Лоскуточки взяли, да ниточки красненькие. Красный цвет обережный. Вы к нему прикоснулись, с вами уж ничего никогда не приключится. Ты, жаба, здесь кашляй да болей. А я? Имя свое говорите? А я Вера. Не буду ни хворать, ни болеть. Не буду ни хворать, ни болеть. Ну вот, девчушечки, такой вы мешочек здоровья себе и сделайте. Как куда пойдете, поедете, всегда его с собой берите. В кармашечек ли положите, либо в сумочку. Теперь он будет напоминать нам о вас. Вот я вам раздаю эту ленту-то волшебную. Подойдете к той метле волшебной, подвяжете эту ленту, да желание загадайте. И ведь у бабушки-то сказочки все желания сбываются. Классно! Ну чего ж, тогда пойдемте эту метлу волшебную. Сколько добра, сколько нам тут желают здоровья, исполнения желаний. А, Саша, ленточка одна, а желаний много. Я придумала, что я завяжу ленточку и пожелаю себе, чтобы исполнились все мои желания. А я все же загадала, придумала, и сейчас минута молчания для того, чтобы загадать желание. Отправляем запрос во Вселенную. Нельзя так просто взять и уехать из этого сказочного места без сказочной фотки в Инстаграм, поэтому я пойду пофоткаюсь. А я сейчас пойду в сувенирную лавку для того, чтобы привезти подарки своим любимым детям. А, вот такие вот я возьму как раз моим школьникам. Смотри, какие клевые. Баба Яга, спасибо тебе за этот праздник души, который ты нам устроила, за танцы, за эти конкурсы, за эти квесты со сказочными героями. Спасибо тебе за добро, которое ты излучаешь. Ну, мне правда очень здесь понравилось, и я хочу вернуться. Не одна уже. Ой, я вас всех буду ждать. Всех буду, девчонки, ждать, не одних, а чтобы вас больше Обязательно, приехали. обязательно. Может, я люблю, когда гости-то ко мне приезжают. А я обязательно приеду к тебе со всей своей семьей, у меня большая семья, со своими детьми, чтобы они познакомились с тобой и впитали весь этот позитив, который ты излучаешь на празднике в своем царстве, в резиденции, вот. Да. Такая ты добрая. Ну, конечно, приезжайте все ко мне в сказку, ведь сказка – это добро. Ура! Обнимашки! Давай! Между прочим, резиденция Бабы Яги – это бывший сельский клуб. И работают там сотрудники клуба, да, которые сами научились актерскому мастерству. Играли просто шедеврально. Да, играли, конечно, вообще просто на 5 с плюсом. Супер Удмуртия рекомендует к посещению деревню Котловка, Граховский район, резиденция Бабы Яги.